Смотрите в программе. С сотрудников Национального художественного музея взыскали похищенные деньги. За временную опеку над инвалидами или сиротами в период пандемии якутяне получат около 40 тысяч рублей. Подготовка к празднованию Дня России началась в регионе. В этом году оно пройдет в онлайн-формате. Эфир нашего телеканала продолжаем новостями к этому часу. С сотрудников Национального художественного музея взыскали похищенные деньги. Напомню, что приговорами Якутского городского суда ответчики были признаны виновными в совершении преступления по статье «Мошенничество». Преступная деятельность производилась путем систематического перечисления незаконных выплат на банковские счета своих родственников и близких им людей, которые фактически трудовую деятельность в учреждении не осуществляли, а также путем необоснованного завышения себе заработной платы. Суд, учитывая суммы возмещения ответчиками в добровольном порядке, пришел к выводу об удовлетворении иска, взыскав с ответчиков в доход республиканского бюджета сумму ущерба. Апелляционным определением судебной коллегии решение суда было оставлено без изменений. Жители поселка Серебряный Бор Нерюнгринского района возмущены нечистоплотностью строительной компании. Мало того, что строители не огородили возмодимые объекты, они не убираются и на территории, где живут. Подробности узнаем у Тамары Игнатьевой. В начале реализации масштабной программы переселения из ветхого и аварийного жилья застройщику было отдано пустующее здание муниципального предприятия в поселке Серебряный Бор. Тому самому, который позднее прогремел на всю республику по причине долгостроя. Застройщик остается там и сейчас, меняются только его названия. В данное время компания называется «Городская недвижимость». Она достраивает 3 многоквартирных дома, которые так и не были сданы в рамках реализации программы переселения 2013-2018 годов. Долгострой продолжается, но серебряноборцев сегодня беспокоит другое. Документов у них никаких на проживание в данном здании нету. Более того, к сожалению, данный застройщик никак не следит за своими работниками и не обеспечивает санитарное содержание территории, которую занимает. Как видно, здесь везде строительный мусор. Ладно, строительный мусор, здесь еще и бытовые отходы повсеместно. Администрация еще в начале, когда началась весна, перед 9 маем выписывала предписание застройщику о необходимости убрать территории. После 9 мая, перед 9 маем проводили проверку. Мусор частично, может быть, и убирался, как докладывал застройщик. Но, как видите, ситуация страшная. Жители дома напротив вынуждены каждый день наблюдать из своих окон такую печальную картину. Устав просить убраться, администрация поселка направила обращение в административную комиссию района с приложением фотографий. А на очередной вопрос, почему застройщик бездействует, ответ дается банальный. Происходило еще до меня. Я не могу отвечать за тех людей, которые это почему? делали. Это же этой зимой было все. Да нет, вы не понимаете. Ситуация вообще на этом объекте. Тоже хронический недостаток финансов. И все проблемы только из-за этого. Только из-за этого. Если бы было нормальное финансирование, мы бы еще в том году его сделали. Хотя застройщик обещал навести порядок на днях, по истечении недели был убран только бытовой мусор. А строительный как лежал, так и лежит. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. Около 40 тысяч рублей получат жители Якутии за временную опеку над инвалидами или сиротами в период пандемии. Спецвыплаты произведут из федерального бюджета по поручению президента Владимира Путина. Ежемесячная материальная помощь в период с 1 апреля по 30 июня составит 12 130 рублей на каждого человека, принятого на сопровождение. Первые выплаты начнутся через отделение Пенсионного фонда в Якутии уже в этом месяце. Отмечается, что период временного проживания у заявителя в течение 1 месяца должен составлять не менее 7 календарных дней. Из резервного фонда страны для финансирования этой меры поддержки населения будет направлено 145 миллионов 600 тысяч рублей. Якутянин Айсен Афанасьев вернулся из Антарктиды. На континенте молодой полярник был в составе 64-й российской научной экспедиции. Это была его 2-я поездка на Южный полюс. Как прошло пребывание якутянина в этот раз, узнаем из материала Айсены Бурнашовой. Непосредственно экспедиция в Антарктиде, она у нас заняла чуть больше года.
Низкие температуры, полная изоляция от внешнего мира и бескрайние снежные просторы. Зимовка полярника Айсена Афанасьева прошла на станции Новолазаревская. Главная цель экспедиции – сбор научных данных. Миссия была успешно выполнена. На протяжении года, будучи инженером-геофизиком, ученый наблюдал за изменениями магнитного поля Земли и его колебаний. Айсен привез уникальные знания, теорию, проверенную на практике. Это все может очень хорошо помочь нам в совершенствовании прогнозных систем, для улучшения прогнозов погоды, улучшения навигации. Антарктида – это очень удобное место для проведения подобных исследований и наблюдений. Необходимо, чтобы рядом не было никаких серьезных помех. Железо, транспорт, машины, большие города. Вот в Антарктиде ничего этого почти нет. На встречу к гигантским ледникам он отправился уже во второй раз. Первая поездка была в 2013 году. Тогда же на зимовочной станции Новолазаревская и появился первый указатель до Якутска. Ну а в этот раз Айсен решил разнообразить рабочие будни, проведя первый в мире антарктический турнир по масс-рестлингу. Он состоялся в мае 2019 года. Я показал всем сотрудникам нашей станции, что это такое. Игры, тренировки. Всем очень понравилось, было очень весело. В школьные времена масс-рестлингом активно увлекался. Память осталась, я помню, как это все проводится. Мы проводили, да, как положено. Айсен Афанасьев родом из Кобяйского улуса Якутии, вырос в поселке Сангар. Молодой полярник уверяет, что именно якутская закалка и выносливость помогли ему провести не одну, а целых 2 антарктические экспедиции. Я приехал, для меня не было это чем-то прям совсем уж невероятным. Да, все очень необычно, все такое, но также, вот, да, как у нас, очень холодно, также очень мало народу, и также у нас там очень такой сплоченный коллектив, который всегда готов помочь друг другу. Всего 31 участник экспедиции. В составе геофизики, метеорологи, сейсмологи и другие ученые. Команда лучших полярников России. Стать членом такой антарктической экспедиции может каждый, кто занимается наукой и годен по здоровью. Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Петербурга. Именно из стены этого здания каждый год россияне едут покорять 6-й континент. Нужно приехать туда, подать заявку, резюме. И если вы подходите, то вас возьмут. Мне уже хватит. Я пока хотя бы лет на 5 отдохну. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Санкт-Петербург. Досрочное голосование по поправкам к Конституции пройдет на труднодоступных территориях в 28 районах Якутии. В частности, там, где проживают оленеводы, коневоды и на отдаленных метеостанциях. Все необходимые меры безопасности от коронавируса будут соблюдены. По подсчетам специалистов, в досрочном этапе голосования примут участие около 8 тысяч человек. Организацию и проведение досрочного голосования будут осуществлять члены более 140 участковых комиссий при помощи вездеходов, моторных лодок и вертолетов. В Якутске прошла встреча руководителей фракций политических партий Государственного собрания Илтумен. В ходе нее участники мероприятия подписали соглашение о координации действий и организации совместной деятельности по информированию населения в избирательных округах в поправках к Конституции России. Напомним, голосование пройдет 1 июля. Как показали результаты недавнего опроса в ЦИОМ, более 60% россиян готовы поддержать изменения. Тем не менее, как сообщают руководители фракций, их главная задача на сегодня – провести слаженную и результативную работу по информированию своего электората о важности принятия поправок. Не во всех избирательных округах, допустим, одномандатных округах, есть представители, депутаты от нашей партии. Поэтому то, что вот мы заключили договора с представителями других партий, говорит о том, что у нас идет большая поддержка вот среди депутатского корпуса. Эти поправки в Конституции страны для нас, законодателей, очень важны. Это основной закон страны, который имеет высшую юридическую силу. Сегодня состоялось достаточно одно из редчайших и уникальных событий, когда различные политические партии смогли сесть за один стол, согласовать. И несмотря на те разные позиции, которые у нас существуют на экономику, на социально-экономическое развитие, на политическую ситуацию в нашей стране, в нашей жизни, мы смогли сесть сегодня и подписать соглашение, по итогам которого мы договорились сегодня о том, что мы будем сотрудничать и совместно работать. Что касается основных поправок, ну самое главное, это, конечно, социалка. Это что касается моих родителей, касается моих детей,
касается меня лично, как предпринимателя, как человека, касается моих родственников. И, естественно, касается, самое главное, я так думаю, что все-таки это пенсионеры и молодежь. Это очень важно. Конечно же, есть вещи, которые действительно назревали, и они объединяют нас. Это государствообразующий язык, государствообразующий народ. Все мы в многонациональной стране живем, в многонациональной республике, но нас объединяет одно – язык и понимание вообще смысла жизни на нашей большой необъятной стране, на нашей небольшой необъятной республике. КПРФ открывает голосование граждан России по 15 важнейшим поправкам к Конституции, предложенным коммунистами в ходе обсуждения конституционной реформы. По мнению заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, это голосование способно положить начало глубокому пересмотру основного закона. Также Афонин отметил, голосование за поправки КПРФ – первый шаг к конституционной реформе в интересах народа. К слову, поправки, предложенные Компартией, закрепляют важные социальные гарантии. Также они направлены на развитие в стране реальной демократии и многое другое. Афонин призвал голосовать за 15 предложенных поправок на официальном сайте КПРФ. Наши корреспонденты в разных уголках региона продолжают опрашивать якутян об их отношении к поправкам. В этот раз свое мнение высказали алданцы. Ваше отношение к поправкам в Конституцию Российской Федерации? Самое положительное. Очень это напрягает пенсионная реформа, потому что я пенсионерка. Хочется, чтобы действительно индексировали стабильно. Да и вообще хочется, чтобы мы жили хорошо. Голосовать я пойду в любом случае. Вы пойдете голосовать? Ну, разумеется, конечно, а как же? Ну, во многом, да, в принципе, правильно сделали, то, что делают поправки, то, что во многом как бы на улучшение будет. Первые дни лета встретили жителей Якутии ненастным циклоном. Град на севере региона нанес значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям. В Якутске же наблюдается пасмурная погода. Дождь и порывы ветра до 10 метров в секунду. По сообщению якутской гидрометеостанции, в ближайшие дни на западе Якутии ожидается дождь. Местами грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду. На остальной территории кратковременные дожди. На арктическом побережье также небольшой дождь и мокрый снег. Неустойчивая погода в ближайшие дни сохранится. Будет развитие кучево-дождевых облаков. С ним, значит, кратковременные дожди, возможно, грозы. А в выходные дни у нас погода без осадков установится и будет тепло. Порядка 25-27 градусов. В республике началась подготовка к празднованию Дня России. В сложившихся обстоятельствах праздник было решено провести в формате онлайн. На интернет-площадках, в социальных сетях и на официальных сайтах проведут трансляции концертов, викторины, флешмобы и множество акций. Подробнее о том, как принять участие в торжествах, посвященных празднику, расскажет наш корреспондент Юрий Осипов. Традиционно День России отмечался с размахом. В этот день вручались паспорта юным горожанам, проводились торжественные митинги и концерты. Однако сложная эпидобстановка внесла свои коррективы. Празднование Дня России переходит в онлайн-режим. В социальных сетях и официальных сайтах ведомств будут проводиться дистанционные викторины, виртуальные экскурсии, онлайн-концерты и многое другое. Присоединиться может любой желающий. Кроме этого, 12 июня во дворах Якутска артисты проведут дворовые концерты. В финале будет исполнен гимн России. Нами определены 3 локации. Район 17-го квартала, район Прометей и 203-й микрорайон, где силами театрально-зрелищных учреждений нашей республики будут поставлены концерты. Прозвучат песни о России, об отчизне, о любви к родине. Также в 12 часов дня состоится общереспубликанское исполнение гимна Российской Федерации. День России символизирует собой начало новой истории нашей страны. Сегодня он олицетворяет национальное единение народов России и нашу общую ответственность за будущее страны. В этом году этот праздник имеет особое значение. С одной стороны, пандемия, где мы находимся в условиях самоизоляции. С другой стороны, это юбилей Великой Победы. В-третьих, это
голосование за поправки в основной закон Российской Федерации. В-четвертых, события последних дней, связанные с расовыми волнениями. Кульминацией празднования Дня России в республике станет зажжение якутской телебашни в цветах российского триколора. Гигант высотой более 200 метров возвестит о завершении торжественных мероприятий, посвященных празднику. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Якутск. И к этому часу у нас пока вся информация. До встречи в эфире.